примите наши просьбы и сия, за нас молися, витай, Мария. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и едность Духа Святого нехай будут со всеми вами. И с Духом Твоим. Сегодня у Святої Євангелії почуємо слова, які говорить Ісус. Я дорога і правда і життя. Будемо доручати Пану Богу усе наше життя, наш шлях до святості, а перед усім будемо просити, щоб Бог з нами був у кожну хвилину нашого життя. Как будто удельничать у этой святой мши, перепросим Пана Бога за все наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ушинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. нехай смилуется над нами Бог всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу. А на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деле великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару Небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинародный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який вяришь на грех и свету, змилуйся над нами, який вяриш на грех и свету, прими моление наше, який сядешь праворушайся, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш маг, только Ты наибежишь, Иису Христе, с Духом Святым, ухвале Бога Отца. Аминь. Молимся. У всемогутный вечный Боже, неспытно усмацняй нас, день пасхального сакраменту, как Ты, якого Ты отродил святым Христе, с допомогой Твоей ласки принесли богатый плод добрых учеников и досягнули радости життя вечного. Проспана наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владает у едности Духа Святого, Бог през все веки вечные. Аминь.
Читание книги Деяў апостолаў. У тыя дні, калі колькасць вучняў павялічылася, эліністы пачалі наракаць на габрэяў, што яны забываюцца пра іх долу і штодзённым служэнні. Тады 12 великолепных учняў сказали: «Негоже, каб мы занядбали Слово Божие и служили Христова. Тому, браты, выберите з вашего лику 7 мужов доброй славы, полных духа и мудрости, яким доручим гэтае служение. А мы увесь час будем трывать в молитве и служении Слова». Сподобалася гэтая мова ўсёй грамадзе, і абралі Стефана, мужа полной веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая, прозеліта з Антиохії, яких поставили перед апостолами. И они, помолившись, вклали на их руки, а Слово Божие поширилось, и значно повеличилось колькость учняў у Иерусалиме, и шмат святаров приняло веру. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами. Радуйтесь, Пану, справедливые, праведным належить хвалить Его. Славьте Пана на гуслях, грайте Ему на 10-струнной арфе. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами. Правдивое слово Пана, и все учинки Ягоные верные, и Он любит справедливость и правосудие. Милостью Пана полнится земля. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами. Вось вока Пана над тими, хто Його боїться, над тими, хто сподівається на Його милосердность, копьем душу их урятовал от смерти и накормил их у час голоду. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами. Читание первого послания святого апостола Петра. Умилованные, приступаючи до Пана, живого каміння, откинутого людьми, але вибраного Богом, коштовного, і ви самі, як живі камені, будуйтеся у дом духовний, святарства святої, как приносить духовные офляри, приємные Богу, праз Єсуса Христа, бо сказано у Писании: «Вось я кладу на Сионе камень краєвугольний, вибраний коштовний, и кто верит в Его, не соромится». Тому для вас, верующих, ён коштовность, а для неверующих камень, який откинули будовники. Ён став головою вугла, каменем спотыкнення и скалой спокусы. Яны спотыкаются об Яху, бо не покараются слову. Дзеля гэтага яны и призначаны. Вы ж выбраны народ, королевское святарство,
народ святий, люд, узятий Богом во власность, как обращать смуту тому, кто покликал вас землю, поцудовная святость мою. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я дорога і правда, і життя, каже Пан. Ніхто не проходить, дивиться інакш, як тільки през мене. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла для Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус сказав своїм учням: «Нехай не тривожиться серце ваше, вірте у Бога і у мене вірте. У домі Отця Моего шмат світлиць, а коли б так не было, ті сказав би я вам, что иду подрыхтовать место для вас. И коли пойду и подрыхтую вам место, приду снова и заберу вас до себе, как и вы были там, где я. А дорогу, куда я иду, вы ведаете». Каже йому Тамаш: «Пане, не ведаем, куда идешь, як же можем ведать дорогу?» Jesús сказав йому: «Я дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як тільки през мене. Коли б ви ведали мене, ведали б і Отця Моєго, і ответу уже Його ведаєте і бачили». Філіп каже йому: «Пане, покажи нам Отця і хопить нам». Отказав йому Єсус: «Філіпе, стільки часу я з вами, а ти не ведаєш мене? Хто мене бачив, бачив і Отця. То чому ти кажеш: покажи нам Отця? Чи ти не віриш, що я у Отцу і Отець во мне? Слово, що я кажу вам, не от себе кажу, але Отець, який во мне, і Он чинить справи свої. Вірте мне, що я у Отцу і Отець во мне. А коли не, то вірте діля самих учинків. Сапраўды кажу вам, хто вірить у мене, буде робити учинки, які я роблю, і більше за їх зробить, бо я йду до Отця Моєго». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Розважаючи сьогоднішню Євангелію, яка з'являється такою довгою часткою мови розвітальної, яку Ісус Христос розказав своїм учням, коли повчав їх, що їх чекає, як не переживали, коли отойдя від їх, попросту як узмацнити їх, як їхнє серце не тривожилося. Так, глядячи на це слово, увесь час подивляю попросту эту такую чуйность и терпливость Иисуса Христа. Довго з апостолами, шмат їх, напевно, навчив, але, як ми почули перед хвилиною, і так апостоли говорять і задають таке питання Ісусу, якби ввогуле Ісуса не слухали. Вислухали цілу промову Ісуса, а Тамаш говорить: «Пане, не ведаем, куди йдеш, як же можем ведать дорогу?» Альбо Філіп: «Пане, покажи нам Отця і хопить нам». Попросту, якби не чули того, що перед хвилиною їй говорив Ісус. Далі ворочаються. І справді, в Ісуса є терпимость. Але так глядячи на це все, то так справді задаєш собі питання: як часто у житті можу попросту дійти трохи від Бога, дійти грех мене віддалити від Його. Але все ж таки Ісус спокійно підходить до кожного з нас
спокойно и с любовью укрывая, пробачая грехи и далее хоча нести разом со мною праз моё жыццё. І так, глядячи на гэта слово, і так розважаючи весь час об навертанні, так сьогодні вгадую 11 скажу міністрантам, хто хоче казати собі сказати? Кажу, бо я говорю, не знаю, завсёды слухають, каже, как вы так кто-нибудь вышел, взял кулаком бомбону и навертаетесь, альбо в пекле будете гореть. А вы меня бы послухали, а про вас бы, напевно, всюди грубетали, что вы такое оказание сказали, и, напевно, вы навернулись. Но никто не согласился, ну и поэтому, либо и сам Иисус говорит, спокойно, помаленьку, перед от себе начать, а потом просто, інших наворочувати. Вот такое життя. І справді, Ісус Христос нам сьогодні говорить, я дорога і правда і життя. Дорога. Куди ж ця дорога веде? Сьогодні Ісус Христос у початку Євангелія говорить, які є цель кожного шляху, який ми праз життя йдемо. У домі Айца моєго шмат святить, а коли б так не было, ці сказал бы я вам, что иду подрыхтовать место для вас. И коли пойду и подрыхтую вам место, приду снова и заберу вас до себе, как и вы были там, где я. Якое это место Иисус нам приготовил, никто не ведает. Можем здесь тримать у своих, просто можем марить, як там может быть выглядать. Вельми часто небо, як глядится на это место, то придумается. Это подобно якийсь найлепший дом, який может быть, где есть спокой, где можно отпочить, где есть тепло, где есть такая сакральная семейная любовь. Может, есть другие мары, які ми можемо собі в житті так, собі варити. Коли мене так запиталися, задаючи питання, такі наші семінарійні, такі часопис, супольність, такі різні, треба було у тих, хто за границю приїхав, якийсь такий діалог просто взяти, просто розказали про себе. І таке було питання, які твої найбільші мари? Я їх трошку заскочив і говорю, мої мари, это вид, такий пригожий дом великий, на берег моря, как там жить себе, как попросту было тепло, как только загорать, как была тишина, спокой, как сбоку был гараж с наихудшими машинами, какие только есть. Но издивились они, которые на мои мары, подумали, что скажу, все счастливы, все было добре такое. Кожен має мари, але це так само може показуватися правди, для чого ми імкнемося. Але щоб дійти до цього цілю, ми мусимо пройти велику дорогу. Дорогу, на якій ми повинні передусім бути з Богом. Кожен з нас має свій шлях, кожен має своє покликання, кожен просто по-разному йде. Але найважніше, як йти з Богом, и как не здесь там может трошку для нота, как увайшла в життя, как нічого не робить, как може забитися про Пана Бога, але треба весь час працювати над своїм, може, і характером, над своїми поводинами, над собою. Але найважніше, треба йти. Треба весь час бути у руху. І скажу таке подадання об двох зернях, які упали у землю. И такое одно зерня, так думая, за хвилину будет весна. Не могу же дочекаться, как пустить горы, как попросту выйти на землю, как поглядеть на сонника, как попросту радовать усіх своей пригожостью. А другое зерня сбоку так думает себе, не, я лепей так застануся, но попущу корень, здесь у темное место, неведомо что, может, что за мной зробится. Не буду расти, або може прийти якась фігура, град, погибель, і я застануся тим зерном і буду собі тут спокійно. І прийшла весна. Одно зерня розцвіло пригоже, вельми радувало усіх, хто був побач, а другое зерня так і зосталося. Але прилетіли птушки, розгребали і з'їли його. І можна так і в житті зробити. Можна справді жити повною життя, до чого чоловік покликаний, а можна і змарнувати.
І каб не змарнаваць наше жыццё, каб перадусім попросту жыць з Богом, яшчэ наконец одно апавяданне. Была нядзеля. Адзін запрацаваны чалавек, шмат абавязкаў ляціць дзесьці ў горадзе, каб некаторыя рэчы зрабіць, але бачыць вялікі плакат. Сёння у 11 гадзін у нашай касцёле адбудзецца пахаванне нашай парафіі. Так задумаўся, думаю, як это наша парафія хаваць будзе. Адклікаў усе свае справы, ну ж трэба пайсці паглядзець, што там будзе. Прыйшоў у касцёл, глядзіць, ну, столькі людзей там яшчэ ніколі не видел. А што ж там такое? Ксёндзу пеэ вам, жалобныя песні, трумна стаіць пасярэдзіне кветкі. Ну, адбываецца святая імша пахавальнай парафіі. Ну, думаю, што ж тут такое? И, наконец, коли есть такая традиция развитаться струнной, ну, кто там ляжит, ксёндз заходзіў, а теперь подойдите и развітайцеся. И все по чарзе пачалі подходить, только что у всех раптом настроение змянялося. Хтосьці спахмурнеў, хтосьці заплакал, и в конце концов подошел гэты человек, нагнуўся в эту трумну, а там была люстра, и убачыў сябе. И поэтому сапраўды трэба зрабіць у нашым жыцці ўсё, каб перадусім я ў сваім духоўным жыцці не памёр. Каб я жыў, а буду жыць, дзякуючы Пану Богу, дзякуючы Яму і Яго прысутнасці ў маім жыцці. Веру ў адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, Усякого і небачного, і у одиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, за Отца народженого, перед веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого усё сталося, и Он для нас, людей, и для нашего спасения, зашел с неба и утвердился от Духа Святого, из Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный касался нас, при Понтии Пилате, был замученный и похоронен, и на третий день воскрес по верным Писаниям, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в варе судить живых и померлых, и Его подаст в небуде конца, веру в Духа Святого, Сына и Животворцу, яки за Отца и Сына походить, якому разом с Отцом и Сыном, належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костюм, вызнаю один пост для отпущения грехов и жаждаю воскрешения помилуй и життя вечного в лучшем свете. До Бога, який поєднав нас з собою у своїм умилованном Сыне Иисусе Христе, узнесем с удячностью супольной молитвы. Молимся за святый костел, Христовое тело, как все его вызнавцы имкнулись до святости. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся о єдності і згоді поміж народами, как спокой, який дає нам Збавитель, запанував у серцях усіх людей. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які докарає сумління, щоб знайшли спокій у сакраменті покаяння і поєднання. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся об многих и святых покликаниях до службы законной и святарской. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся об обороне всех людей от небезпечной хвороби, у інтенції всіх захворевших, за лекарів і супрацовників служби охорони здоров'я, а так само за помилуй. Тебе просим, выслухай нас, Пане.
Молимся за нас тут присутных, как уделу святой Мши поглубил нашу едность с Богом и людьми. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Боже, Ты про смерть из мертвых повстания Своего Сына заключил заповедь человечества. Выслухай наши молитвы и учини, как наши учинки завсёды были згодні з визнаваною вірою. Праз Христа Бога нашого. Амінь. Наш Христос воскрес, Аллилуйя. Мир и радость нам принес, Аллилуйя. И Он услове и красе, Аллилуйя. На земле спевайте все, Аллилуйя. Божию явил любовь, Аллилуйя. Дивным величным сбоем, Аллилуйя. Смертью ладную скрышил, Аллилуйя. Рай небесный нам открыл, Аллилуйя. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу офяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже, Ты простудовний обмін даров, який відбувається у этой офярі, робишь нас удельниками Твоего Богоства, учениками спознавши Твою правду, посвятовно кировались ею наших учеников, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Гору серце, Узрочи до Пана. подякуем нам Богу нашему. Годно и справедливо. Справедливо это и справедливо, слушно и благоверно, как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо в этот час больше урочисто обвещали Твою хвалу, коли Христос был охвярован, як наша Пасха, прав захвяру своего тела на крыже, и Он совершил охвяре старого заповедку, и отдаючи себе дело нашего избавления, сам стал святором, алтаром и ягнем охвярным. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, охуранным разом с всеми святыми, спевают с Тебе им хвалы, неспыдно воскликающие. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна высшая, благословенный Твой, кто приходит у имя Пана, осанна
створения, Бога Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действия эмоций Духа Святого, Ты все оживляешь и освящаешь, и неспыльно собираешь народ свой, как от усходу солнца и до захода, с кладовыми Твоими чувствуя вяра, тому едности з усім костелом, по перший день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спасал на апостолом Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти Отца и Духа Твоего, гэтыя дары, якія вы принесли Тебе на хвалу, как стали сияны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказал здійснять гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословил, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе віддано». Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його всі, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Гэта чините на мою пам'ять». Гэта великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоему престолу. Пане, вспоминаючи звавшую муку Твоего Сына, а так само Его цудовное воскресение и неволшествие, и чекаючи Его другого прийстя, с подякою складаем Тебе гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костола, и прими Его як ахвяру, якой Ты пожелал быть умилостивленным. Дозволь, как вновь змоцненное телом и кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, найперш Найсвятейшей Анной Богородицей Марией, со святым Иосифом ее братником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Архангелом Михаилом и усими святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твое место допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принеси всему свету сухого избавления. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримуя на земле, со слугой Твоим, Папом нашим Францишком, бискупом нашим Тадеушем, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто власти Твоей одешел с этого свету, милостиво прими в благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом зимне заусюди радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого отопаешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Божа, всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошла и хвала, праз все веки вечная. Аминь. Называемся детьми Божьими, и ими
являемся, тобой свекаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земли. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всего зла. Дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от грехов и закованы от усілякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего, Иисуса Христа. Вот Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарить ему супокой и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Нами баранку Божий, яки вяриш на себе, грехи свету, смилуйся над нами, баранку Божий, яки вяриш на себе, грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Верховную. Пане, я виноват, как Ты вошел ко мне, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Божеству вытирайте, прогоняйте сердце грех. Песни радостно спевайте, хай звучит веселый смех. У воскрес Пан над панами, и Он живее, Он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя,
услыхайте, аллилуйя. Бог могутный по натуре, что створил явный обшар, вышел с гробу, низший муры, бессмертный володар. Варта покидала зброю, не володає собою. Аллилуйя, аллилуйя, услыхайте, аллилуйя. Молимся, просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, яки Ты взмацнил наисвятейшим сакраментом, и учениками он покинувши старую греховность, перейшов до нового життя основа, праз Христа Пана нашего. Объявы душпастерские 13 мая в среду успоминной Святейшей Панны Марии с Фатимы, 14 мая в четверг святость святого Матея Апостола, 16 мая суббота успомин святого Андрея Баболи, пресвитера и мученика. Раз увесь этот месяц после святых имшев вечеровых отправляется майове набоженство. Так само закончиваем до удела в этом особливом набоженстве, особливым чином в наших хатах, напевно, кожен має капличку, а молитву вельми шматюсь, поэтому пам'ятать об этом особливом набоженстве. У наступную неделю, 17 мая, святая Имша в 12 године, коли на это дозволит Святогорье, отбудется на полярном алтаре. Згодно с просьбой отца святого Франтишка, 14 мая в четверг этот день объявлены днем особливых молитв, и поэтому в нашей таблице после святой Имши о 19 године отбудется специальное набоженство в интенции выбавления свету от пандемии коронавирусу и переодобрения его наступством. Так само, як захочу Отець Святий, в этот день просил индивидуальной молитвы, так само посту и учинков милосердности. Такий особливий день молитва у этой особливой интенции. Так само 18 мая припадает 100 годовщина з дня народження святого Яна Павла II, який год душпастерський, якого ми відзначаємо в цьому годі, і поэтому згодно з просьбою біскупів католицьких у наступну неділю будемо особливим чином святкувати эту особливую дату. И этот святый пришел на свет, так само будем без его заступництва молиться. Дякуємо за хвилювання на будову святині, за спів і праву літургічну, за прибирання каплиці, території навколо її і тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на этом тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей. Помолимося за добродіїв, як вдавців в нашій парафії, а так само в нових добродіях будівництва санктуарія Божої милосердності. І за нас, доручаючи кожному поособку, опеці, наших святих опікунов, а так само святого Архангела Михайла. Святий Архангеле Михайле, держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас будут служить по свете. Аминь. Будь завсёды
всеми нами прославленный, наисвятейший сохраны, наш небесный представитель. Єсу Христе, хочемо доручати Тобі усі наші інтенції, нас самих, наші сім'ї, нашу батьківщину, нашу парафію. І особливим чином хочемо молитися, аби звоління світу від небезпечних хвороб, за усіх хворих, за усіх лікарів, а так само за повірних. Kyrie eleison, Christe eleison, Chryste, baczuj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synie ulicy światu Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Świętej Trójce Matki Boża, zmiłuj się nad nami. Święta Maryja, módl się za nas. Świętая Bogorodica, молися за нас. Святая Panna над панами, молися за нас. Святая Богородица, молися за нас. Святая Panna над панами, молися за нас. Матерь Христова, молися за нас. Матерь Ростова, молися за нас. Матерь ласки Божией, молися за нас. Матерь пречистая, молися за нас. Матерь беззаконная, молися за нас. Матерь непорочная, молися за нас. Матерь невинная, молися за нас. Матерь наимейшая, молися за нас. Матерь наицудовнейшая, молися за нас. Матерь доброй рады, молися за нас. Матерь Избавителя, молися за нас. Матерь Избавителя, молися за нас. Panna наимудрейшая, молися за нас. Panna хвалы полная, молися за нас. Panna прославленная, молися за нас. Panna могутная, молися за нас. Panna ласковая, молися за нас. Panna
молися за нас. Святиня Богая, молися за нас. Святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная по мужности, молися за нас. Ружа язычная, молися за нас. Вежа Давидова, молися за нас. Вежа скорости свободной, молися за нас. Забытый доме, молися за нас. Оказывай молися за нас. Брама небесная, молися за нас. Зорька ранешняя, молися за нас. Оздоровление боли, молися за нас. Приблагодешный, молися за нас. Соцвященница заслушанный, молися за нас. Установа христианам, молися за нас. Королева ангелов, молися за нас. Королева патриархов, молися за нас. Королева ангелов, молися за нас. Королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева верных Иисусов, молися за нас. Королева Анна, молися за нас. Королева всех святых, молися за нас. Королева бесноводного зачатая, молися за нас. Королева неба взятая, молися за нас. Королева рожденица святого, молися за нас. Королева семья, молися за нас. Королева супокою, молися за нас. Королева свету, молися за нас. Королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, яки грешна святым грехи свету, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане. Баранку Божий, яки грешна святым грехи свету, выслухай нас, Пане, выслухай
Слухай нас, Пане, Баранку Божий, який береш на себе Христину, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица, Остаешься любовными Царем Христовым. молимся, просим Тебя, Пане Боже, дозволь нам слугам Твоим тешиться тревожным здоровьем души и тела, и прославное заступництво Наисвятейшей завсёды Панны Марии, моя ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью, раз Христа Пана нашего. Аминь. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не подражай молитве нашим, и от всякой злой природы выбавляй нас, Господи. Панна Твоя и благословенная, Пламя наша, опекунка наша, Совершенница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас дарушай, Сыну Своему нас отдавай. Памятай, о Наисвятейшая Панна Мария, что николи не здаралася, как покинула того, кто до Тебе утекает. Тебе надо помогу клича, Твои опеки просить. Гэтым довером натхнёна до Тебе, о Панна над паннами, и Мати наша имкнуся. До Тебе приходжу, перед Тобою грешным плачучи стою. О Мати Слова, не погарджай словами моими, але почуй их ласково и выслухай. Таємницю сакрамента, условивши насилие, тратить мостовое право, Божьей заповеди, что на разум не тумачить, святой веры принесет Богу вечному Троице благословение и хвала, и Отцу и Сыну Отца, Творцу вечного жития, Духу, что от них походит, даровству вечного светла. Аминь. Молимся. Боже, распаскальную таємницю Христа Ты откупил всех людей. Заповай нас справу Твою милосердности, как не стыдно сгадываючи таємницю нашего избавления, удостоились примать Его, раз Христа Пана нашего. Аминь. Славлю Бога. Божий Мать, о хлебе нашим, у сакраменте, славлю Пана, Божий Мать, о
Святий Боже, святий милостивий, святий всемогутній, змилуйся над нами. Святий Боже, святий милостивий, святий всемогутній, змилуйся над нами. Отражаю голоду войны страшной, Борони нас, Боже, от греховной и неспасенной смерти. Стержи нас, Боже, мы грешные,